В таком случае слово для выступления предоставляется представителю обращающейся стороны Усманалиеву Бахету Саматхоловичу. Уважаемый суд, я не буду останавливаться, но на уже сказанном. Единственное, хотел бы добавить в плане того, что приговором суда от 12 ноября 2021 года Воинов и Куценко по упрощенной процедуре на основании соглашения о сотрудничестве и соглашения о признании ими вины были признаны виновными в совершении ряда преступлений в сговоре с экс-председателем Свердловского суда Джаркеевой, бизнесменами Мамановым, Анарбаевым. При этом на основе собранных доказательств суд пришел к выводу, что в действиях Воинова и Куценко квалифицированы верно по части 5 статьи 30, части 1 статьи 303, то есть как коррупция, подстрекательство к совершению коррупции. В данном случае приговором от 5 декабря текущего года был вынесен приговор районным судом в отношении Джаркеевой, Маманова и Анарбаева. И в своем приговоре суд ссылается на показания Воинова, данными ими во время судебного заседания и оглашенными в ходе судебного разбирательства, и которые эти показания были положены в основу приговора суда от 12 ноября 2021 года, утвердившего соглашение о признании их вины по упрощенной процедуре, а также признаны виновными в основу этого приговора от 5 декабря 2025 года, также положены в основу, как одно из доказательств, это показания Воинова. Уважаемый суд, хотел бы отметить, что института, как вы знаете, института соглашения о сотрудничестве в настоящее время не существует, так как он доказал свою нежизнеспособность и ущемляющим права и интересы других сторон. В данном случае мы считаем, что показания и приговоры в отношении Воинова и Куценко ущемляют права и здесь в данном случае Джаркеева, Маманова, Анарбаева, дающих им право, чтобы они могли защищаться в предусмотренных законных рамках, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. В этой связи я прошу удовлетворить ходатайство суда.